Добрым утром, добрым утром. И с хорошим днем. Радио забыли. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да. Бурасев. Йортяс. Асов. Да, доброе утро, доброе утро. Завтрак у нас картофельное пюре, сало. Сало много не бывает. Да. По килограмму много не бывает. Что это пусть пока здесь, да? Ну, может. Выянянь. Вот. Выянянь это бутерброд с хлебом. А выяпесуканянь это обалденный бутерброд с хлебом. По ложке никто не знает, где-нибудь есть еще ложка, нет? Я что-то не помню. Пань. Они вчера тыкали. Ну, Я вот эту маленькую. А это пань. Это пань. ложка. Самый легкий коми словарь это ложка пань, кошка кань, а теленочек кукань. Панька, не кукань. Ложка, кошка и телёнок. Наконец-то закончилась длинная зимняя ночь. Как Игорь сказал, 4 раза вставал, просыпался, 4 раза пил чай. 4 раза спал. За ночь 4 раза спал. Правильно, Игорь, 6 часов вечера лег уже, а мы с тобой во сколько, часиков 10, наверное, да? Ну, Мы только 2 раза, наверное, вставали. Нормально. На улице уже начало светать. Сейчас позавтракаем. И вперед на озеро. окунь Только, уже... Игорь, ты говоришь, 4 раза вставал? Нет, спал 4 раза. 3, ладно, 4, 3. 3-то раза. 4 раза спал, а 3 раза Первый раз встал. вставал Раз, часиков два. 8, наверное. Ну да, сходил, проверил, потом легли. Не, проверил ты, 11. проверил ты ночью. Где-то в 10, наверное. Ну, я не помню, короче. Пьяный был, не помню. В 10 Ну, часов да вы пошел. что, а где вы? 10 часов пошел проверять единственную жерлицу, которая, говорит, там щука орет. Да. Не орала. Это не она была. Показалось. Это Ты окунь. вечером в кафе ходил? Потом дядя Ваня вставал ночью, какого-то хрена. Накочегарил печку опять. Ну, потухло. Дома что-то ты не кочегаришь, что у тебя потухло. Так я дома с вечера как накочегарил. Ну, и закрыл. Да ты живешь, и тут так, да, вот вечером накочегарил. Не, я сейчас утром подзамерз уже, под утро я вот затопил, но это было уже, наверное, часа 4, да? Ну, это было уже утро хотя бы. А тоже в 11 Нормально. легли. А вот час, Всё-таки Ваня уже встал опять. В избе, как говорится, есть свои неудобства небольшие насчет этой железной печки, насчет комфорта, вот то жарко, то холодно. Но и есть свои плюсы, вот как мы вчера говорили уже, да, вот эти небольшая романтика, вот то, что лес, тайга, рядом с озером, вот это, есть плюсы свои. Что-то есть в избушке такое, что Не хочется домой. не хочется, Пока. Да? пару дней точно не хочется. Но только пару. Потом. Че, может эту ночь еще останемся или посмотрим, как клюет? Посмотрим. Вот так тоже. Ночь такая лунная. Ешьте. В принципе, продукты есть, вон булка, хлеба еще. Да, это. Вон еще пол лука есть. Луковиц. Надо рыбу только с ведра было мешок кинуть, чтобы застыло. У нас ведра потом застынет, мы оттуда не вытащим. Слипнет все. Она вроде бы такая была полусухая. Да нет, не успела она сейчас потом. Живая С друг с другом они там терки, они растаяли. терки-хитерки. В общем, короткий завтрак и встречаемся на льду. Я думаю, это будет славная рыбалка. Мы тоже так думаем. Интересно, что думает по этому поводу товарищ Окунь. Думает, ну. Ну вот и на
начало есть, как говорится. Стоим на озере. Игорь поймал одного окуня. Гоняем блесну, и вот он, клюнул первый окунь. Вчера вечером двоих вот таких же вытащили. Дует ветер, как в трубу вот здесь получается. Лед замерз с вчерашнего дня вот сантиметров 5, наверное. Пласты такие. И будем надеяться, что расклюется. Игорь тоже говорит, один клюнул и все. Скорее всего, его нет в таком количестве. Получается, нет стайного окуня, одиночки, наверное, плавают и все. Нет живцов, на этом озере есть щука, но нет живцов, а это далеко не живцы. Окунь крупный, не якутский, конечно, но и не такой, которого мы ловили на ближних озерах. Все, пока тишина. Клюнул так, бодренько ударил. В общем, как я понял, надо бурить, надо искать. Чем больше лунок, может быть, и найдем стайку. Не хочет. Так что включаемся после того, как найдем стайного окуня. Пока тишина. Оп, есть. Есть, второй, да. Я как раз уже камеру хотел убирать. Второй. Это уже заявка на победу. Смотри, как заглотил, а. Значит, аппетит, получается, у него есть. Хотя это уже далеко не первый лед на этом озере. Лед уже толстый, сантиметров, наверное, 10. Так, вот так вот сделаем, чтобы было видно. Может быть, еще что-нибудь доклюнет. Блин, повернуться бы спиной к ветру, но там столько воды. Ужас, сколько воды. Ладно, попробуем натоптать себе площадочку. Может быть, удастся соблазнить еще пару полосатиков хотя бы. Вот так вот. Натоптали все площадочку. Вчера лед был совершенно сухой. Это мы, получается, пробурились. И вода выступила с лунок. И залила все озеро. Мне кажется, если он так жадно блесну берет, значит он берет, получается. Значит, надо его искать и все. Буриться, искать. Буррито композито. Да, как в Владимирский Централ. Да, Владимирский, как на Владимирском Централе. Так, ну-ка. Где тут? А ты ногой жахни, по краям лопнет. Там, где нас жахнул в это. Колонка разлетелась. Да. Попал? Не попал. Во. Смотри, он даже ледобура не боится. Так от чего ему бояться? И окунята хорошие, да? Да. Нет такого ахового клёва, конечно. Ну что есть, то есть. Будем искать. Да. Вот кого, смотрите, я поймал. Вот такой вот маленький чуренок. Ух ты. Блин, заглотил-то глубоко. Не знаю, выживет, не выживет. Старался максимально. Ну, вроде поплыл. Выживет, не выживет. Его проблема. Вот на такую блесну Михаил Пантелей, который коми-рыбак, ударил щуренок.
Блесна без поводка, так что если крупная щука клюнет, будет прощай блесна. Крупная щука здесь есть, а живцов нет. Жерлицы есть, но ставить их не на что, потому что окунь, что попадает, давно далеко не жерличный. Поймал еще одного окушка там. В общем, 3 окуня, и вот эта щучка клюнула за все утро. Иван тоже поймал одну. Ты на блесну, на мормышку поймал? На блесну, на мормышку? На нимфу поймал. Сейчас тоже попробую мормышку с нимфой. Потому что надо экспериментировать. Вот тут на мелководье взяла щучка. Тут дальше озеро широкое и мелкое. В общем, будем бурить, будем искать. Вот, друзья, еще один окушочек. Клюнул на мелкоте, на крайней лунке. Может быть, еще что. Почему-то все одиночные. Клюнул вроде бы. Что, поймал? Я сейчас тоже на блесну одну поймал. Григорьевич там уже вторую на нимфу поймал. Друзья, узнаете место? Да-да-да, мы на устье речки, где рыбачили прошлый год. Прошлый год здесь вот у нас стояли палки. И как мы видим, река Печора еще идет, но идет уже очень и очень медленно. Не сегодня, а завтра, наверное, все-таки силы у нее сопротивляться закончатся, и она остановится. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Садится батарейка на морозе, правда. Вот. Мы видим, что парит. Сегодня морозец. И лед еле-еле уже идет. Скорость льда уже не бешеная, как было раньше. Даже не могу приблизить, чтобы показать. Вот. Вот как мы видим, пласты идут, но уже с черепашьей скоростью. Все, силы заканчиваются, сопротивляться снизу, видать, уже застопорило где-то. И не сегодня, а завтра река встанет. Река встанет, и будем уже открывать новые просторы. Будем переставлять палки, потому что вода, где я сейчас рыбачу, упала. Надо будет что-то где-то думать переставлять. Вот, приехал сюда посмотреть живцов, глубины нет. Никто не клюет, ни ёрш, ни джиган, ничего. В общем, сейчас попробую пробить дорогу вот на остров и забрать оттуда запас живцов гальяново-озерных, что оставлял еще по открытой воде. Будем пробовать. На улице морозец такой, градусов 10, наверное, может чуть больше. Это мне сейчас кажется уж тепло, потому что я уже употел. Чем я занимаюсь? Вот чем. Помните, здесь мы ловили озерных гальянов, вот от берега ставили ловушки. Ловушки я поднимал, а тюрьму, где я хранил гальянов, закинул. Думаю, палку закину на кусты, чтобы знать где. Но что-то я неправильно подрасчитал. Начал вот долбить отсюда. Вот отсюда. Все выдолбил. Бутылки нет. Начал идти к берегу, к берегу, к берегу. И вот она, где только наша бутылка. Получается. Пришлось лишнюю работу сделать. Сейчас как-то ее надо развернуть. Так, как-то вот так вот. Ага. И как-то надо поймать веревку. Вот она веревка. Вижу. Это уже дело техники.
Главное, чтобы гальяны сохранились, хотя они живучие, ничего им не будет. И будем ловить на них. А может быть, если дорога нормальная сюда будет, попробую поставить ловушки. Сейчас с риском переехал. Лед очень тонкий и висит. Но я проскочил, протоптал, посмотрел, проскочил. Но река, если встанет, вода поднимется, то, возможно, уже и промоет. Так что пока собираем, а с ловушками потом определимся. Все-таки пришлось изрядно потрудиться. Начал долбить здесь. Бутылку нашел здесь, но все равно пришлось задолбить до палки, вот которую кидал. Все, выдолбил. Сейчас посмотрим, что нам... Не то, что попалось, это не ловушка, это тюрьма. Посмотрим, сохранились ли наши живцы. Их было много, больше сотни, наверное. Но основную часть живцов я потратил, когда рыбачил еще по открытой воде. Налима мы поймали по открытой воде неплохо. Где-то минимум, наверное, штук 30, наверное, точно поймали. Около 30 штук точно мы поймали. Вода какая-то здесь вонючая. Так, много воды брать не буду пока. Так. Ну что, смотрим. Так. Так. Как-то вот так. Вот так вот. Иди сюда, моя ловушечка. Опа. Так. Ну. Та-дан. Ха-ха, живые. Живые, мои хорошие. Все живы. Все до единого. Около 25-30 штук. Вот такие вот озерные гальяны. Это самое лучшее. Вот даже какие здоровые, здоровенные. И говорят, можно жарить без масла. Они очень жирные, очень вкусные. На мой взгляд, это лучшая наживка. Самая лучшая для налима, для щуки. Попробуем. Сейчас что порешаем. Не знаю. Или кидаем жерлицы на озере. На этих гальянов сегодня. И остаемся еще на ночь в надежде поймать щуку. Или собираем манатки и едем домой. Проверяем по пути крючки на налима. На язя уж больше получается. Язя больше там, чем налима. В общем, проверяем наши палки и домой. Так что сейчас еду обратно к Григоричу, к Игорю. Перекусим, чай попьем и порешаем, что делать дальше. А здесь, по идее, можно было бы, конечно, кидать ловушку, но не знаю, будет что-то, не будет. Не знаю, потом, только не сейчас. Сейчас надо быстренько мне с этого острова опять ехать обратно, чтобы не попасть в капкан на этом острове. Лед очень-очень плохой там. Друзья, сейчас вам покажу переправу через речку. Глубины здесь мало, но утонуть не утону. Но если я провалюсь, проблемы будут. Включаемся. Сюда я проехал, обратно посмотрим, потому что по берегам лед висит. Главное, чтобы там не рухнуло. Вот. Это речка. Прошлый год здесь мы на этом месте ловили налима, язя. Тут вот ставили палку
А это речка, которая вытекает. Здесь я буксанул немножко по льду. Лед стал по большой воде. Потом это все упало. И сейчас он просто висит по берегам. Вот он падает, все открыто. Вот он. Там все открыто. Там, в принципе, тоже все сыро было. Но попробуем сейчас на скорости выскочить. Вон, падает, падает. Упало даже. Там все сыро было. Сейчас попробуем вот здесь вот выскочить на скорости. Нормально. Проскочили. Вон везде все опасно. Вот проедь чуть слевее, можно сюда провалиться. Здесь тоже типа, ну вода внутри, типа ручья, не знаю, что тут. Вон. Ну все, здесь уже до места мы доедем. Друзья, хотите прикол расскажу? В общем, приехал я опять на озеро. Григорий с Игорем вот там пробурились чуть дальше. Ловят рыбу, говорят, подойди сюда, там вроде поклевывает. Я здесь обошел, штук 5, наверное, мелких окуней поймал. Один крупный сход был. В общем, на блесну гоняю. Хлоп, попала плотва. Думал, ну случайность. Хлоп, 2. Думаю, да ладно. Хлоп, 3. В общем, достал камеру, чтобы показать вам. Вот это Григорий поймал плотву и 4 окушков. А вон я поймал. Хорошая, крупная вот плотва, вот такая вот. На блесну главное. И не подсекаю ничего, просто они хапают вот этот. Блесна Коми Рыбак от Михаила Пантелей, который прошлый год он дарил. Не так, чтобы одну за одной, а где-то в течение минуты 1, потом 2, 3. Сейчас попробуем, если получится, заснять. Прикольно, я сига как-то поймал на блесенку. Ну, плотву я еще точно не ловил. А тут 3 плотвы в течение 3 минут, наверное. Ну, 4, может быть, от силы. Вот так останавливая, и реально бьет как окунь. Видать, Григорий здесь подкормил или что пшенкой. Он здесь тоже сидел, рыбачил. Трехгранная блесна с гравировкой Коми Рыбак. Поймала 3 блесны, ой, 3 плотвы уже. Пошел снег, ветер стих. Такая мягонькая погода. Я так думаю, если здесь поставить прикормку и маленькую мормышечку, мне кажется, плотву здесь надергать можно. Если она на блесну кидается, то на мормышечку почему бы нет. Ну все, включили камеру. И тишина. Ладно, не хотите, как хотите. Один окунь вот такой крупный сошел. Блесна задела край льда. Я прям вижу, он в лунке стоит. Дернулся и оторвался. И жерличных поймал, таких штук 5, наверное. Кто, Иван? Икра заморская. Заморская. Очковая. Да. Аппетит нагулял сегодня? Да. А кто же не нагулял? С 7 утра ничего не ели, теперь Как, обед. как настроение? Ой, бодрые. Мечта сбылась? Да. Окуней помучил. Вот. Обедаем. День не прошел даром. Что хотели, сделали. Живцов отдолбил. Запас 47 голянов посчитал. И где-то 5 или 6 окушков тоже туда закинул мелких. Но на налимов передумал нести. Я их оставлю на жерлице. Оставлю на жерлице, потому что
здесь они нужнее, чем там. Там что-то еж или еще что-нибудь такое. А на озере еж подохнет. Попробуем половить щуку. Будет щука, хорошо. Нет, так закинем налимом в пасть прямо. На обед у нас сегодня гречка. А сало что не режем? Да на гречке. А что-то никто не хочет. Григорьевич, сало давай порежем. Тушенку бросили. Высший сорт. Да? Да. Говядина. Высший сорт? Даже мясо было? Нет. Мяса Мясо. точно там Вначале- не было. Вначале было, потом растаяло. Яра там ничего не было. Там какой-то паштет запихали. Не покупайте, блин. Да Какой? высший Сорт говядины, вон там банка валяется. да. Сейчас посмотрим, какие банки не покупать. В магните. В магните тем более. Да, ну вот видишь, Высший сорт. написано говядина тушеная высший, Высший сорт, сорт. ГОСТ, ТД, А там ТП. паштет. Еще меньше 100 рублей, наверное, по-любому, да? Да, но не меньше. А состав почитай, что Сейчас там, нет? почитаю, да. О, массовая доля мяса и жира не менее 5 грамм. 58%, что ли, да? А, остальное все вода, да? Массовая доля жира. А ты зачем, Игорь, очки носишь, блин, если ты читаешь без очков? Так я ж даль смотрю, не вблизи. А, понятно. Я думаю, я это не Короче, вижу. все блин. равно там нету ни хера, никаких 58%. Фигня полная, короче. Там фарш какой-то, знаешь, это? А еще лучше делайте консервы сами. Правильно, из окуней, из рыбы. Так, все подумали и все решили, в общем, сегодня не оставаться, Нет, ехать все домой. подумали, а дядя Ваня решил. Да? Едем домой. Он удовлетворился полностью. Целиком. Вычерпал все озеро, сказал, что на завтра из ничего не осталось. Да. Так что обедаем и по пути, на обратном пути проверяем наши палочки на налимов. Дай бог, что-нибудь там еще клюнет. Дай бог. Так вот, друзья, на проверке продольников. И как мы видим, воды упало метр. И глубины ничего не осталось. В общем, эти палки все придется поднимать. Осталось буквально сантиметров 20-30, наверное, подо льдом. Это все я буду поднимать. Игорь с Григорьевичем готовят ломки. Ну вот, мальков аж вижу, получается. Если течения ничего нету. На всякий случай сейчас одену на голову. Может получится что-то снять. Так. Да ладно, здесь еще и натяжка какая-то. Опа-на. Язёк. Мелко-мелко, а язёк есть. Нормально. Так. Язёчек, дружочек. Молодчик. Молодчик, молодчик. Заглотил до кишочек. Так, потом насаживать буду. Пока проверяем. Аккумулятор пока не сел одним кадром. Так, здесь у нас должна быть тюрьма, да, вот она. И здесь был налим как-то у нас давным-давно. Опа. И все. Никого. На мальков всех почикали. Так. Там тоже тюрьма. Ладно, пока выключаемся. Так, только что на вон той палке сошел язь. Прямо в лунке. Камера была не включенная. Чуть-чуть не успел. Можно сказать, даже погладил его. Так, здесь у нас что-то вроде бы есть, нет? Нет. Но что-то было. Вон все запутано. Ладно.
Потом разберемся, проверяем одним кадром в целях экономии аккумулятора. Потому что на каждую палку включаться и выключать. Опа, это что? Блин, сердце ёкнуло. Что-то дернуло сильно. И пусто. Возможно, это был налим или крупный яз, я не знаю. Но что-то дернуло вообще капитально. Аж туда вот палку понесло. Исход. Так. Натяжка есть. Натяжка есть. Вот язычек. Язычек. Ты был наш. Если не сошел, значит наш. Два языка уже есть на сегодня. В одну палку пропустили. В стороне-то которая. Так. Так, что-то тяжелое вроде бы. Или это палка тяжелая? Это палка тяжелая. Второй раз уже подводит меня. Не подводит, а пугает, в смысле. Все кажется, что-то есть там тяжелое. Это просто палка тяжеленная. Так, и тут зашуговано все. Никого. Пусто. Один ясь сошел, погладил, он главное в лунку сошел, я его цапысь погладил, и он ушел с рук. Вот сейчас здесь, да? Ну там на той вот палке. Два яська вытащил уже. И один что-то не понял, дернул так сильно, типа налима или крупного яйца. Один рывок и все. Я даже не видел, что там было. Вот это одна. Одна вот в стороне-то, которая. Вон, здесь язь был. Вот, видишь, язь. И там такой же. Ну, короче, два язя вот таких есть уже. Энскадан. Как-то вот так. Пошли, Иван. Ой, бляха. Пойдем посмотришь. Фонарик включай, чтобы видно было, как налима вытаскивать. Там точкой бьет, а есть обширная, которая нет у тебя? Да? Чтобы, ну, не точкой била, а это. Ну вот, раз А так, ну давай. дело. Тащи налима. Одну. Ох, клевая палка. Горбатый налим, блин. Где? Нет, свободно. Свободно, никого. Никого. Ну-ка, Игорь, ты тащи. Кого? Ты там туда отдолбил возле корыта уже? Где? Возле корыта. Нет, я пошел. Не, вы давайте таскайте, я должен. А куда ты? Там же еще одна палка осталась. Где? Возле корыта, а? Там вон она. Вы палку там пропустили. Я думаю, так быстро отдолбил. Ну давай. Налим же должен быть. Два налима есть, третьего должен. Видишь, вода упала. Да, как быстро она падает. Да, ну конечно. Ух ты. Как бы поглубже. Нет. Нету. Тоже пусто. Это пусто. И крючки пустые. Крючки пустые, все три. Ну это езде обдолбали. Все, давай, пошли дальше. Не, смотри, не смотри, уже не попадет. Сейчас тоже, конечно. Так. Глубина тут нормальная. Значит, сок. Я что должен быть?
Запутало все. Есть, есть. Вот он, язь. Налим. Налим. Так поднимай. Налим. Так, видишь, запутал, все. Все. Поднимай. О, вот и третий налим. Я же говорю, тащи. Вот ты, блин, красавчик. Подальше от лунки, Иван. Да я хочу, чтобы он успокоился. Ну-ка, о, на налима взял. На налима, да? Да, видишь, Вон, видишь, насаживали налима. Да. И И не зря взял на маленького налима. Уже который раз. Это доказывает то, что этот вон такой красавчик. Все, кидай сюда, с ними, а потом разберусь. Килограмма на 2,5 точно есть. И вот уже очередное доказательство, то что еще он живой, что ли? Налим еще живой. Да? Да, он только-только попался недавно. Не успел запускать. Он за губу получается. Блин, рот открой ему, у меня просто камера в руках. Ах ты, блин, крепкий. Зажимает мне пальцы. Козел, блин. Тихо. Сейчас пока выключусь. Вот он, красавец, который клюнул у нас на налимчика. А вот тот налимчик, сейчас мы его закинули повторно, пока отцепляли. Он еще до сих пор вот живой. Он перенасадил его. Может быть, еще одного поймает. Ну, вот видишь, Иван, твоя рука счастливее получается. Ну, тащи, шо налима. Я не понимаю, смотри. Уже там нужно. Да, прихватило. Я вижу, или язь, или налим в лунке сверкает. О, это верх, там есть рыба, есть. Да, вверху ясь должен быть. Налимчик. Полкилошка. Пойдет. Пойдет, конечно. Тем более заглотил. Налимов таскает, Иван, только в путь. Ты смотри, вон, иди, Игорь. Я видел, где-то тут вы что-то тут вытаскивали. Вот он. О. Нифига себе. Я говорю, Ивана давно уже надо было за палочки взяться. О, видишь, Вот. красавель. Пузико почесать ему. Так что, став збор, Янскадан. Ставый сбур. Точно. Так, а где у нас еще? Вчера здесь язь был. Красивый такой язек. Ты сначала лед разбей ногой, чтобы не мешало. О, уже замерзнет. Вот Так, и ногой просто. Во, все. Ух, как тяжело. Тише. Тюрьму аккуратно. там ясь. Тюрьму вертикально. Если никого, кидай обратно все. С тюрьмой вместе. Разберусь потом. Тюрьма. Некогда пока. Мне телефон достать это Да. очень долго. Так, ну давай. Крайняя палка, наверное, там получается. Все, оставь, Иван, иди. Или он Игорю дай вытащить. Да, давай, Игорь. Подходит Григорич Иван. Да. Ножкой разбивает стеклышко замерзшего льда и тащит. И тащит. Никого Тянет, потянет. Никого нет. Нету. Нет. Тихо. Ну и то хорошо сегодня ты сколько налиму натаскал. Считай окуней. Да. Считаю. Так. Осталось самое приятное. Наживить, закинуть И там еще один. и подведение итогов. Это уже возле урагана. Там уже раскидаем. Ну вот и самый интересный момент подведения итогов. Берем перчатку. На, держи.
одной перчаткой будешь кидать. Игорь, поворачивайся спиной. Игорь, поворачивай спиной. Кидай перчатку на кучу. Кому? Так, кому? Это Ивану Григорьевичу. Ивану Григорьевичу. Понятно. Ивану Григорьевичу Так. вот эта кучка. Давай дальше гадаем. Так. Геннадий. Подожди, еще не кинули никуда. Подожди. Подожди. Ты это... Чего? А, ты кинул? Конечно. Подожди. Ты спеши. Кому? Это куча кому? Геннадию Геннадьевичу. Геннадию Геннадьевичу. Ну, Игорю осталась вот эта кучка. Не можно не кидать. Да. А это кому? Это А кому? это мне. Тут, в общем, по налиму каждому крупному налиму есть, но этот перекрыл, получается, всех, да, получается, говорю, да. Наконец-то Тут- я, блин, Тут, хвостом. тут щучка есть, зато в этой кучке, тут зато дополнительный язь. И тоже налим есть, и два маленьких налимчика. В общем, примерно всем поровну. Все довольны, все супер. Как-то вот так закончилась очередная рыбалка. 2 дня порыбачили, 2 дня отдохнули. В избушке, ну, потрудились, как говорится, в избушке поспали. Самая длинная ночь была, выспались нормально, 4 раза вставали. 3 раза пили чай. Ну что, Пока это да, зато талый получается, он живой еще дома будет. Нормально. И немножко окушков, плотвиц немножко натаскали, в общем, все нормально. Без улова домой уже не приедем. Все хорошо. Ну, главное, на удочку половили. Да, душу отвели. самое главное, да. Так что, друзья, завтра выходной законный, ну а послезавтра, скорее всего, мы уже будем здесь. До скорой встречи на канале Коми Рыбак. Всем спасибо за внимание, всем пока. Иван Григорьевич, помаши ручкой. Все те приветы передают. Будьте здоровы. Всё. Помаши хвост. Пока. Пока-пока.